Вкусный и полезный жители республики пропагандируют сбор папоротника. Рамиль Абдульманов из Кармаскалинского района говорит, что у растения много полезных свойств. К тому же есть способ заготавливать папоротник на год вперед. Главное вовремя сорвать растение. Подробности у Эмиля Басареева. Сейчас как раз сезон сбора папоротника орляка. Этот по всей России собирает, по всей России растет. В середине мая Рамиль Абдульманов выходит на охоту, а точнее на сбор. Цель – молодые ростки папоротника, а именно те, листья которых еще не начали раскрываться. Такие растения, говорит мужчина, содержат наибольшее количество полезных свойств. О силе папоротника он узнал, работая промысловиком на Дальнем Востоке. Государства принимают это на экспорт. Япония, Корея, Китай покупают на большом количестве. У него ценность, он против радиации и выводит тяжелые металлы с организма. И он также, как очень приятно кушает салат. Причем Рамиль Абдульманов говорит, что такой папоротник-орляк можно есть в сыром виде. Однако мужчина все же больше занимается заготовкой растения. В год собирает около 50 килограммов. У жены Рамиля, Рузы Аминевой, дома уже все готово. Супруги делят лесной урожай на части. Несколько пучков крошат, а затем жарят с томатной пастой и соевым соусом. А остальные засаливают. Солью посыпают обильной, придавливают камнями, чтобы вышел сок, и стебли утратили горьковатый привкус. После папоротник хранится долго. Так, это гусиная лапка, не знала я. Гусиная лапка, скажет людей. Я не знала. Вот сейчас знаю гусиная лапка. Специалисты говорят, что собирать растения вблизи городов, промышленных зон и около дорог не стоит. Оно может накапливать токсичные вещества. А в целом рецептов приготовления орляка много. Эксперты отмечают, что растения используют и как лекарственное средство. Там и от варикозного расширения вен, даже считается для мужского здоровья, там, от простатита. Но в большом количестве их лучше не употреблять, потому что вот родственник орляка, например, есть еще щитовник мужской, он тоже широко используется, например, как антигельминтные средства. Но в больших дозах, дозировках может накапливаться и вызывать заболевания печени, например. Между тем, сезон сбора орляка заканчивается в конце мая, и Рамиль с женой уже готовятся к походу в лес за другими лекарственными растениями. Супруги говорят, что в регионе недостатка в их разнообразии нет. Главное точно знать, в какой момент цветок или стебель можно сорвать, чтобы он принес пользу. Эмиль Басареев, Римзат Билалов, Роман Мукуфа. Новости. Кармаскалинский и Архангельский районы.